Ни в какую не подлетел. Сел где-то вот тут, где-то метров 70. Свистит и еще. Короче, взлетел и улетел. Вон там еще самка была. К ней рванул. Ко мне не подошел. Ну, встретимся в будущем году. Повезло ему. Здесь местечко отличное. Не удержался где-то метров 100, наверное. Примерно, ориентировочно, куда он мог подсесть. Тут поискал, но затаился. Тут два рябчика. Где-то вот тут сидят они. Но без шума, без пыли. Они затаились, просто сидят. И рябчики неактивные. Свистишь, они откликаются, но не с азартом подлетают. Где-то вон там я оставил рюкзак. Вот такие дела. Вот если по таким местам ходить, одно удовольствие здесь. Потому что в этом году чистили просеки. И одно наслаждение. Вон он, рюкзак-то мой. Нетронутые муравейники. Медведи тут не бродили, видно, в этом году. Все медведи возле села. На мусорках. Да, перехитрил, короче, рябчик меня. Так. Ладно, забираем рюкзак и дальше идем. Подлетел один. Все, ребята, спонтанно у меня получилось. Была выключена камера. Также под ранком улетела птица. Но я услышал, как он падал. В траву падал. Вон он. Да, есть. Вон. Такой кадр хороший был. Блин, только выключил камеру и подлетел. Минут 15, наверное, манил. В грудину выстрелил. Ну, это пуля выхода. Где-то со спины вышла. И метров 30 он еще с горяча улетел. Блин, такой кадр хороший, красивый был. Да. Ну, просто вот снимаешь и не подлетает, потом выключаешь. И резко подлетает, ничего не успеваешь делать. Ну, очередной рябчик, в общем. Добыли. Пью чай, ребят. Сел на такой пенек. Ну, нахожусь на просеке. Здесь пилерное бревно. И удобно сидеть, самое то для моего роста. Пожевал колбасу. Сейчас уже пью чай с хлебом, с конфетами. Ну, и спускаюсь потихоньку к речке. В тайге добыли пока два рябчика. Конфеты, подушка. Сейчас пойдем к речке. Там еще будем свистеть. Потихоньку, не спеша, буду идти подниматься по течению в сторону избы. Будут попадаться озера. Возможно, увидим бобра. Очень хочется уж добыть его. Поглядим, что есть возле реки.
Рябчики, в принципе, ну, я не знаю, сколько там, штук 5, наверное, может, видели. Не видели, а слышал, там, чувствовал. Один раз я свистел от последнего рябчика. Я слышал, как где-то поближе пикает там. Пик-пик так сделает. Как будто самочка где-то сидит на большой елке и вот что-то бормочет, а вообще не откликается. Самец глупец, он прилетел. Я камеру выключил, свистел. И вдруг внезапно он так подлетел, знаете, вот буквально 15 метров от меня сел. Выстрелили. Он улетел и смертельно упал. Красивый кадр получилось бы. Действительно, он так красиво прилетел. Он. Вот так. Ладно, сейчас еще попью чаек. Спускается лодка. Вчера поднимался какой-то ветерок. Ну, выше меня там избушка. Там, видно, переночевали. А сегодня вот спускаются. Да, вон слышно. И сейчас 2 выстрела было. На утку видели там, ну, двустволкой там кто-то сидит. Не знаю, даже представления не имею, кто это может быть. Но буквально на одну ночь поднимались. Вот так. Все, отдыхаем. И дальше в путь. Очередные перья. Перья рябчика. Раздербанил кто-то. Он. Мне вот интересно знать, птица сама погибает или какой-то ястреб или еще какой-то зверь его убивает. Вот там тоже в прошлый раз было полураздербаненная, а здесь вот только перья остались. Если медведь, он сожрал бы полностью с перьями. Вон еще перо. Кто так? Или сама птица погибла там. Потом звери нашли, съели. Вот речка. Молчат рябчики. Не свистят. Воды море в этом году. Очень много. Надо идти. Он на другом берегу свистанул. Вдвоем. Самец и самка. Ну, самка сказала, ни шагу от меня. И самец замолк. Откликается еще. Не похоже, что они подойдут.
Только трясутся, фиг знает как. Вот это трясутся. Руки стреляю. Попал вроде. Долго мучился со съемкой. Должно быть красиво получилось. Так, щак снимал там. Ой. Когда птица твоя птица. Он сидит, не взлетает. Или взлетает, садится. Так, еще бы найти. Вон он. Ну вот. Опа. Самец. Вот так вот и добываем пернатых осенью, весной. Ни-ни. Только осенью стреляю. Не попал. Хрен я знаю, куда я выстрелил. Или ветки помешали, рикошетом как-то пошла пуля. Метра 50. Почему не попал, непонятно. Тут штуки 3, наверное, были рябчики. Вон там еще свистят. Но пуля близко пошла. Наверное, все-таки там поперек него была ветка. И в ветку попала пуля, блин.
Вот как неплохо так сидит между двумя ветками. Ой, еще шажок. Еще шажок. Вот так вот. Спрятался в ляне. Хитрый, блин. Попал в него. Последний свисток у него был. У каждой птицы есть шанс. В кого-то попадаешь, падает. В кого-то стреляешь и улетает. Значит, это не твоя птица. И справа еще одна птица свистанула. Ну да. Немножко пришлось подождать, пока он выглянет. Но взяли, он наш. Да, хороший самец. Царская птица. Рябчик. Не крупный он, но очень вкусный. Намного вкуснее уток. Из всех птиц, что я пробовал. Намного вкуснее глухаря. Вот такая азартная охота получается на них. Ходишь, свистишь. Когда удается, стреляешь. А там, наверное, самка еще вторая. Туда даже и возвращаться не буду. Пойдем дальше. Вот такие трущобы, блин. Излюбленное место для лосей. Вот такая паутина. Черемуха тут для них, для кормежки. Очень любит черемуху он. Развалина. Снова я попал на это. Это на амбар был. Тут вроде изба была. Но каждый год там все меньше и меньше остается. И в этом году как-то я тоже попал. Ну да, здесь, наверное, ножки были. Это амбар. Прохожу возле реки и вот попадаю на такие руины. Раньше здесь изба была. Так. Ну и дальше, помнится, где-то должна быть еще баня. Вон она. Почему-то вообще в стороне. Первый год, когда я встретил, ну до этого я эту избу я знал. Уже развалившуюся избу. Как-то зимой я попадал. А года 3 назад или 4 назад я случайно попал на вот эту постройку. Тоже снимал там, что-то показывал. В прошлом году я тут не проходил возле реки. Именно сюда. Это от моей избы в стороне. Ну, как я понял, это, наверное, уже баня. Потому что постройка маленькая.
И вот стена уже разрушилась. Потолок. Позапрошлом году, вот когда последний раз здесь был, совсем другой вид был. Гниет. Гниет, гниет. Пройдет, скажем, 100 лет и сравняется с землей. И никто не будет знать, что когда-то здесь была изба, охотились. А так и будет. История это, скажем, прапрабабушки, вот, скажем, или прапрадед, как жили, где они охотились. Про них уже ничего нету, истории нету, фотографий. Сейчас более-менее как-то можно еще видео сохранить или фотографии сделать. Да и компьютеры я не особо так доверяю. Все накапливаем, фотографии на компьютер, видеоролики на компьютер. А случись что, буквально разом может там этот файл не открыться или еще какие-то проблемы с компьютером, с накопителем, где у тебя годами сохраненные фотографии. А вот те фотографии в альбомах, которые ты именно фотографии делаешь, хоть черно-белые старые фотографии, старые, вот ты вспоминаешь свою жизнь, там еще у родителей, у бабушек, у дедушек фотографии есть. Вот это понимаю. Понимаю, ты перелистываешь и ничего с ним не случится. А компьютер, она, если даже свет вырубится, ты уже эти файлы не откроешь. Вот так. Я должен идти тихо, не болтать, а я болтаю, в принципе, показываю, по какому лесу сегодня брожу. Уже много серий сейчас. Я ходил по сосновому лесу, а сегодня, вот видите, вот под таким заваленным еловым местами брожу. Ну и птица тут водится. Я имею в виду рябчики. Бывает случаи, что и можешь встретить и лося. Изредка она бывает. Сейчас-то я громко иду. Этих хрустов не должно у человека быть под ногами или еще. Лось такой зверь, что он слышит очень хорошо. Не звери, а животные. Вот так. Да и вот сколько я иду, сейчас уже возле реки, нигде я не встречал кормежку лосей. Нигде, чтобы чесали они черемуху или рябину. Видно, в этом году их тут нету вообще. Следы есть, проходные были. А чтобы они ночевали, жили, я не замечаю этого. В прошлом году, позапрошлом, всегда я показывал на фильмах, где кто проходит, где кормежка. Вот я показывал только наглянул от ямы. Но это совсем другое место. Даже сосновый лес там. А здесь пока тишина. Ну вот когда я на лодке с собаками ездил от избушки первый раз, здесь вот, возвращались и чуть выше получается еще, где-то с полкилометра, наверное, по прямой. На глаза вот, когда я ехал на моторке по берегу, на глаза вот, какое-то мелькнуло, вот, я не знаю, вот что-то было. Не то медведь, не то горб лося,
но от земли, скажем, только буквально метр высотой. Метр высотой. Не знаю, что это было. Может, мираж в глазах. Но факт, что как будто кто-то пробежал. И это я видел, такого вот бурого цвета. Но если медведь, то рост подходит. А если лось был, мы же там низина, и он по низине шел, как-то пробежал, и горб я увидел тоже. Но стопроцентно не был я уверен. Вот что-то было. Ну вот сейчас дойдем до этого места. Я увижу, что там какие-то следы есть или нету. Я помню это место, отчетливо помню. Именно там пройдем. Ужасные завалины, конечно, тут. Ну вот поворот за поворотом я напрямик иду. Вон тропинка, видите? Выдрена тропинка вот. Там река поворот такой сделает. А здесь он напрямик. Вон, капкан сюда поставить, и он моментально попадет. Запросто. Главное, надо уметь ставить капкан. Помет даже свежий. Именно выдра. Вон туда идет след. Отчетливо хорошо видно. Это уже старый след. Я как-то в одном фильме я показывал это тоже тропинку. Ну да. Вот здесь заходит. Вот тут поднимается. Вон туда надо капкан поставить. Он на спуске, на подъеме, он неосторожный. Он тогда все забывает. А здесь, когда по прямой он бежит, он очень осторожный и чувствует. Очень даже чувствует. Капканы или же перед валежником можно поставить. Когда он перепрыгивает, он тоже наступает, осторожность теряет. Или вот на подъемах. Самый хороший вариант на подъемах. Капканы ставить. Надо их травить. Этих выдр. Ненужные зверьки. Так. Долбят, вот поэтому и так говорю я. Зимой и летом все одно и то же говорю, что выдры это бесполезные зверьки. Так. Ладно, сейчас вообще ужасное место будет тут. Пока выключаюсь. Немножко поговорил. В принципе, тут пока и снимать нечего, вон как. Видите, через что я прохожу. Да. Каждым годом вот эти завалы как-то оседают. Первый год, когда вот новые свежие завалы здесь были, тоже не знаешь, где пройти.